Вчера по звонку приехали 4 часа. И вот до сих пор поливаем. Больше 20 машин и около 50 человек приехали на тушение огня под Лениногорском. Здесь не только пожарные, но и нефтяники, лесники, в том числе из соседнего Альметьевского и Азнакаевского районов. Пожар представлял большую угрозу. 280 кубометров леса, рядом нефтяные скважины и даже газопровод. Чтобы поймать вовремя его, а то он же уйдет, уже не поймаешь. Верховой, если пойдет, вообще это будет беда. Службы, все нефтяные предприятия, организации, цеха были привлечены на тушение лесного массива, потому что здесь находятся и нефтяные подразделения, так как рядом проходят скважины, газопроводы, поэтому были вовлечены все специалисты. Эти кадры сделаны сегодня ночью, словно зарево лесной пожар осветил ночную дорогу. К этому часу огонь уже локализовали. По данным Минлесхоза, от низового пожара пострадало порядка 10 гектаров леса. Рельеф этой местности холмистый, непростой, и не везде может подъехать пожарная машина. Так что местами приходится тушить вручную с помощью вот этих ранцевых огнетушителей. Они рассчитаны на 20 литров воды, и каждый из этих ребят сделал уже порядка 50 дозаправок. Размер ущерба от пожара еще только предстоит оценить. Причины, по словам лесников, однозначны – прошедший ураганный ветер. Предварительная причина пожара – это падение в результате интенсивного ветра, падение дерева породы сосна обыкновенной на высоковольтной линии электропередач, которое привело к заискрению и к загоранию лесной подстилки. Рядом с этим лесным массивом расположено сразу несколько деревень – Воздвиженка, Верхний Каран, Старая Письмянка. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам сейчас нет. Юлия Гоглева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лениногорский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.